В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 1535 объектов получили правовую защиту. Президент подписал список объектов историко-культурного наследия Абхазии. «Золотой след Владислава» – премьера документального фильма на абхазском языке. «Подари чудо» – новогоднее представление для детей Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии, охраняемый законом. Об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Баталко Бахия. В список включены 1535 памятников архитектуры. В течение 3 лет список будет обновляться. В него войдут помимо полностью разрушенных зданий, мемориальные памятники и исторические парки. Над составлением списка в течение года трудились специалисты министерства, используя работы известных абхазских ученых. Елена Лолуа продолжит тему. Это очень важное для республики событие, лучший подарок к Новому году, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Баталко Бахия, комментируя подписание президентом списка исторических памятников. Это очень важное событие в жизни нашей страны. Это самое лучшее новогодний подарок, который мог за последние 20 лет нашей независимости президент Абхазии сделать своему народу. Потому что самая главная составляющая государства, один из китов, на которых базируется государство, помимо территории, языка, является его культура, составляющая его идентичность. На исторических памятниках будут установлены охранные доски с указанием, когда и кем построено здание и какую ценность оно представляет. Отныне нерадивые собственники не смогут прикрываться незнанием того, чем владеют, и будут нести ответственность за его разрушение по всей строгости закона. Я хочу, чтобы народ Абхазии знал о том, что есть такой список. Я хочу, чтобы собственники знали и уже задумывались о том, что они живут в домах, которые являются частью культурного наследия нашей страны. И теперь у них будут свои обременения по поводу того, как они будут пользоваться своими зданиями. На одном из последних заседаний Кабинета министров была одобрена целевая программа по инвентаризации памятников историко-культурного наследия. Это даст возможность Министерству культуры в течение 3 лет корректировать и дополнять реестр новыми объектами историко-культурного наследия. А принятый список для ознакомления будет вывешен на официальных сайтах президента и Министерства культуры. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. «Золотой след Владислава» – презентация документального фильма на абхазском языке о первом президенте республики прошла сегодня в Сухуме в здании Госкомитета по репатриации. Автор фильма попытался раскрыть личность Владислава Ардзенба как ученого. Репортаж Налы Мукба. О первом президенте Абхазии уже снято несколько документальных фильмов, но впервые зрителям была показана лента на родном языке. Причем автор пытается раскрыть личность Владислава Ардзенба как ученого. Премьера фильма «Золотой след Владислава» – результат почти годовой работы. Я пытался взять научный период от начала студенческих лет до становления его как доктора исторических наук. И послевоенный период, там несколько фрагментов, это создание Академии наук Абхазии, это до начала войны выпуск учебного пособия «История Абхазии» и документы свидетельствуют, так называется книга, которая посвящена периоду 37-53 годов. Историк Джамбул Инджге выступил и как режиссер, и как автор документального проекта. Это его второй фильм о первом президенте. Джамбул использовал архивный материал, в том числе и семейный, полученный от супруги первого президента Светланы Джергения. Вот почему кое-что зрители увидели впервые. В фильме абхазские ученые рассказывают о значимости научных работ Владислава Ардзенба. Сегодняшний фильм, который мы видели, это просто я поразился приятно. Джамбулу очередной раз. Конечно, тема Владислава Григорьевича, ее можно из поколения в поколение передавать и не сказать половины того, что этот человек сделал, как он жил, чего он достиг.
в его вклад в наше государство. Я думаю, что еще недосказано очень-очень много. Работа оказалась весьма интересной не только в плане подбора информации, но и оформления. Час просмотра прошел незаметно для зрителей. Гугуца Джигерба, директор Гудаутского музея боевой славы, приехала в столицу специально на премьеру. Название фильма Владислав Хищта – это золото. Вот он действительно, как вот в истории появился, как самый главный герой этого века. Мы же его знаем как героя, большинство со стороны войны, как герой войны. А здесь мы видим его научные труды, сколько он работал. Автор фильма собирается снять еще одну ленту про Владислава Ардзинбану уже на русском языке. Тогда Джамбул Инджге планирует привлечь ученых из России. Нала Мукба Астамургожба, Абхазское телевидение. Депутаты прежних созывов Народного собрания распространили обращение к депутатам нынешнего созыва парламента Абхазии в связи с поступлением в Народное собрание законопроекта об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Авторы обращения утверждают, что подавляющая часть граждан республики относится отрицательно к продаже недвижимого имущества иностранным гражданам. Депутаты разных созывов парламента считают, что данную проблему следует рассматривать в контексте защиты национальной безопасности Абхазии. По мнению авторов документа, принятие закона, разрешающего продажу недвижимого имущества иностранцам, может привести к резкому изменению этнической структуры населения страны и призывают парламент республики не рассматривать данный законопроект. Обращение подписали Теймураза Ачукба, Гурам Гумба, Геннадий Аламия, Кесо Хакба, Уктай Чкоту, Нукзар Агарба, Ермолай Аджинджел и другие депутаты прежних созывов Народного собрания. Всего 25 человек. Все центральные районные больницы Абхазии, а также республиканская больница и другие столичные медучреждения готовы к работе в дни новогодних праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Анзор Гов, который в эти дни лично совершил инспекцию различных медучреждений. Министр проверил укомплектованность дежурных бригад, машин скорой помощи, а также необходимых для оказания экстренной медицинской помощи препаратов, сообщает отдел информационных технологий Минздрава. Наступает самое сказочное время. Приближаются новогодние праздники, а с ними в наши дома приходят пушистые зеленые елки. Мы ждем их вместе с нашими детьми, радуемся и наряжаем в сказочное убранство, выбираем в магазинах подарки, чтобы порадовать наших детей. Но в эти суетливые предновогодние будни нужно вспомнить о том, что в нашем маленьком городе около 700 детей с ограниченными возможностями, которые также ждут чудес и подарков. Рената Шакая продолжит тему. В канун нового 2016 года инициативная группа жителей столицы организовала благотворительную акцию «Посыл надежды». В ее рамках для детей с ограниченными возможностями рекламно-производственная компания «Авантаж» изготовила изящные деревянные украшения для новогодней елки. И именно эти изделия детям нужно было раскрасить и придумать свой дизайн. Из всех представленных работ были выбраны 3 лучшие. Победители конкурса юных мастеров ожидали подарки от магазина компьютерной техники «30 секунд». Ты музыку любишь слушать? У меня Денис зовут. Да. Очень хорошо. Смотри, мы тебе дарим плеер, да, отличный плеер Sony с хорошими наушниками. Вот потестируешь, послушаешь, я думаю, тебе понравится. Спасибо. Спасибо тебе. Нас пригласили принять участие в акции «Посыл надежды». Мы с радостью согласились, мы всегда за подобные мероприятия. Поэтому, если в дальнейшем кто-то что-то хочет сделать хорошее в плане благотворительности, мы всегда готовы рассмотреть, поддержать. И сотрудничаем с фондом Ашана, вот, с молодой благотворительной организацией «Киарас». Какие-то проекты делаем и надеемся, это только начало планов на 2016 год. Сладкими подарками всех детишек порадовала компания «Премиум». Магазин «Детский мир» поощрительными призами порадовал всех детей, кто принял участие в акции «Посыл надежды». Организаторы акции устроили настоящий праздник. Дети пели, рассказывали стихи. Одним словом, праздник удался. На пруду сверкает лед, наступает Новый год. Слово «надежда», наверное, одно из самых ключевых слов в жизни. Хотелось бы, чтобы эти дети и их родители побольше надеялись на чудо, надеялись на то, что вокруг окажутся добрые люди, которые смогут им помочь.
надежда на выздоровление должно быть у них всегда. Я желаю этим деткам только успехов, а их маленький успех сегодня вот проявился в этом маленьком творчестве. Маленьком, но очень широком и душевном. Ведь в каждой этой игрушке проявилась их душа. В реабилитационном центре есть все удобства для детишек с ограниченными возможностями. Бассейн с гидромассажем, тренажерный зал, кабинеты для занятий, оборудованная кухня, столовая и прачечная. То есть все условия для детей, пришедших просто на занятия, и тех, кто будет оставаться в стационаре. А сегодня детвора веселится, у них праздник. Это такое большое у нас и первое знаменательное такое событие в центре, мне кажется. Дети показали, что они могут делать своими руками. И спасибо тем компаниям, которые присоединились, поддержали наших детишек. Мне кажется, что надо почаще проводить вот такие мероприятия. Дети очень талантливые. Просто немножко надо развивать этих детишек и показать всем, что они точно такие же дети, и как все обычные дети. Пользуясь случаем, хочу всех с наступающим Новым годом поздравить, пожелать всем мира, добра и, конечно же, здоровья. Новый год – это волшебный праздник. Говорят, что самые сокровенные желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно исполнятся. Хочется, чтобы сбылись все детские мечты, особенно у детей из реабилитационного центра. Светлые желания сбудутся, знаю я, сила ожидания есть у меня. Мечтай, все мои желания сбудутся, знаю я, сила ожидания есть у меня. Рената Шака, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Канцелярские принадлежности, вещи и сладости преподнесла учащимся Тхорчалской вспомогательной школы Республиканская политическая партия «Единая Абхазия». Без подарков не остались и дошколята. Развивающие игрушки, сладкие подарки и многое другое пришлось им по душе. Подробности предновогоднего волшебства в репортаже Симы Аргун. Новый год – это самый добрый и волшебный праздник, которого с нетерпением ждут все. Детишки вспомогательной школы с радостью встретили гостей, с нетерпением считая минутки до встречи. Ведь учащихся коррекционной школы взрослые балуют вниманием не так часто. Праздничная программа была насыщенной. Стихи о елочке, песенки, загадки и многое другое. Совместными усилиями педагоги и дети смогли создать атмосферу праздника. Искренние поздравления и слова напутствия были адресованы как воспитанникам, так и педагогам учебного заведения. Председатель Тхорчалского отделения Республиканской политической партии «Единая Абхазия» Даур Минджа поздравил их с наступающим праздником и пожелал исполнения желаний. Тхорчальское отделение Республиканской партии «Единая Абхазия» решило обратить внимание и отметить детей и сотрудников вспомогательной школы, а также детского сада Джамхух. Мы надеемся, что те небольшие знаки внимания поднимут настроение нашим детям и взрослым. Впереди Новый год. Мы надеемся, что этот год – год надежд и ожиданий. Поэтому мы хотим пожелать каждому из нас исполнения хотя бы большинства наших желаний и наших намерений. Гости пришли к ребятам не с пустыми руками. В подарочных комплектах пластилин, фломастеры, цветные карандаши, тетради, альбомы для рисования, карты Абхазии и России и другие канцелярские принадлежности. Ну и, конечно же, сладости. Видите, не напрасно трудились, выучили стихи, песенки. Вот какие красивые коробы. Ребята рассказали о своих успехах в учебе, о желаниях, которые загадают в новогоднюю ночь. Сияющие от восторга детские глаза и веселое настроение. Это лучшая награда за оказанное внимание. Ты любишь Новый год? За что ты его любишь? Расскажи. За то, что подарки выдаете, праздники постоянно. Елочки красивые тоже. Счастье в дом приходит.
Директор школы сердечно поблагодарила партийцев за поддержку, отметив, что их участие в судьбе воспитанников неоценимо. Стараемся этих детей приобщить к жизни, социально адаптировать, приучить к труду, к дисциплине. Вы сами видите по их поведению, что работать с ними надо много. Этот тренинг готовился долго, но и большие усилия, конечно. Есть шероховатости, но от души, все от души. И вам большое спасибо. В коррекционной школе Ткварчала сегодня учатся 5 человек. Все они получили подарки. Деткам и особенно их родителям очень важно, когда о них вспоминают. Такая социальная поддержка очень кстати для малоимущих семей. Это большая подмога будет им на целые полгода, им хватит. Они пользуются пластилином здесь, в школе. Домой унесут, там у них братья и сестры, они быстро все расходуют. А здесь, в школе, у них у каждого своя коробочка, рабочее место. Не остались без подарков и дошколята Ткварчала. Единая Абхазия подарила детям развивающие игры, куклы, коляски, машинки, конструкторы, мячи и сладкие подарки. Воспитанники детского сада Джамхух получили также книжки и диски с мультфильмами на абхазском языке. Сима Аргун Саидайба, Абхазское телевидение, Ткварчал. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. На побережье ночью и утром дождь со снегом, в предгорьях и горах снег. Во второй половине дня погода прояснится. Температура воздуха ночью -1 +1, днем +3-5 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Кино концов несчастных, но просто не бывает. В кино концам счастливым главенствовать дано. И взрослые, и дети отлично это знают. Особенно, 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 кто любит ходить в кино. Любовь — это то,